Здравствуйте! Сегодня мы совершим небольшое путешествие в Уфу историческую. Расскажем, как и с чего начиналось строительство нашего города. А первым объектом станет монумент дружбы. Памятник называют жемчужиной монументального искусства Башкортостана. А место, на котором он стоит, хранит тайны многовекового прошлого. В XVI веке, с которого и отсчитывает свое рождение город, здесь построили Уфимский Кремль. По архитектурным канонам тех лет в центре возвышалась деревянная Казанская церковь. После очередного пожара на ее месте возвели каменный Смоленский собор, в последующем переименованный в Троицкую церковь. Но в 1956 году собор был уничтожен 3 взрывами. На следующий год состоялась закладка памятника в честь объединения Башкирии и России. Над его созданием трудилась московская команда, скульптор Михаил Бабурин, а также архитекторы Кутырев и Гаврилов. Идея дружбы передана с помощью 2 30-метровых стел из розового гранита. Они символизируют меч, вкопанный в землю. Кстати, именно обширный фундамент диаметром 13 метров и высотой 6 метров гарантирует монументу невероятную устойчивость. Даже ураган ему нипочем. У основания памятника бронзовые скульптуры и несколько чугунных барельефов. На них запечатлены важнейшие моменты истории. У памятника нет ни одной слепой зоны, откуда нельзя было бы им любоваться. Самое старое сохранившееся в Уфе здание – жилой одноэтажный угловой дом по улице Октябрьской революции 57/1, принадлежавший известному горнозаводчику Демидову. Оно было построено в середине XVIII века. Дом знаменит тем, что в ноябре 1774 года в нем останавливался русский полководец Александр Васильевич Суворов, направленный императрицей Екатериной II на помощь в подавлении Пугачевского восстания. При советской власти строение было конфисковано и разделено на несколько коммунальных квартир. В разное время под Уфой появилось около 20 слобод – Труниловская, Архиерейская, Северная, Восточная, Нижегородская. Именно за их счет и рос город. Но некоторые из слобод так и оставались как бы на отшибе. Жизнь в них сильно отличалась от городской. Архиерейская слобода располагалась между Телеграфной, ныне Цурюпа, и Гоголевской улицами, а свое название получила от самого большого местного здания – Архиерейского дома. Близость к центру города привела к заселению этого не очень удобного для строительства места. Жилые постройки в беспорядке лепились по всему склону горы. Над обрывом находилась дубовая роща, поэтому архиерейку порой называли «дубки-дубнички». Давно уже в архиерейке нет дубов, весь склон, как сетью, затянут зарослями американского клена. От старых времен до нынешних дней сохранились лишь красивое название одной из улиц – местные дубнички. Слобода у скал Старой Уфы под Усольской горой называлась Золотухинской. Соседство с городом обеспечивало удобную куплю-продажу товара. Вот почему и называли это место «золотым дном» – прибыльным, богатым источником дохода. Существуют и другие объяснения названия этой некогда городской окраины. Сейчас это район улицы Пугачевской, ныне ставший частью города. Местность, самовольно заселенная в 1802 году крестьянами графа Шереметьева, выходцами из Нижегородской губернии, назвали Нижегородской слободой или просто Нижегородкой. Название удачно подчеркивало ее расположение. Нижегородская слобода – крупный промышленный район, где до революции находилось 7 кожевенных и 10 кирпичных заводов. Здесь же работали лесопильный завод Медведевых и спичечная фабрика Дудорова. И по сей день нижегородские улицы носят красноречивые названия – Заливная, Бурлацкая, Кожевенная, Шерстомойная. А ведь когда-то они говорили о занятиях жителей и природных особенностях района. Михаил Нестеров описывал катающихся на лошадях в праздничные дни. Супруги Кобяковы, староверы из пригородной Нижегородки, они здесь первые богачи. Там у них маловаренный завод, дом огромный в 2 этажа, при нем домашняя церковь. Здесь же находится Крестовоздвиженская церковь, которая является одной из 3 уфимских действующих непрерывно до нашего времени церквей. Приход храма был одним из самых больших в Уфе. В 1897 году он состоял из 1202 человек.
вот первая соборная мечеть в Уфе была построена в 1830 году на улице Фроловской, ныне Тукаева, на добровольное пожертвование купцом первой гильдии Тагировым. Восточная Слобода, как северная окраина Уфы, возникла в конце XIX века. Сейчас это место от Аграрного университета до автовокзала, одно из самых оживленных в городе. До революции Слобода даже не входила в состав Уфы. В начале 1930-х годов за горкой в районе бывшей Костеринской дачи стали гудеть моторы самолетов Уфимского аэродрома. Там же был создан аэроклуб, воспитанники которого впоследствии храбро воевали, а многие из них получили звание Героя Советского Союза. Сегодня Уфа – третий по протяженности город России. На севере заводы, на юге исторический центр. Современная республика многолика и интересна. Это целый калейдоскоп образов.